Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Сегодня в программе более 100 человек в день. Как в Очамчире идет процесс оформления полисов обязательного медицинского страхования. Актуальный репортаж программы. 25 лет без воды. Жители сел Басла и Дранда обращаются за помощью. С проектами по развитию круглый стол в Ткварчале. Сегодня президент Рауль Хаджимба принял Лайлу Омар Гад в связи с ее последним визитом в Абхазию в качестве руководителя детского фонда ООН ЮНИСЕФ. Лайла Омар Гад проинформировала главу государства об основных проектах, проводимых ЮНИСЕФ в сфере защиты детей, а также в образовании и здравоохранении. Президент дал высокую оценку этим проектам. Важно, чтобы специалисты Республики Абхазия переняли международный опыт своих коллег из ЮНИСЕФ, отметил глава государства. Главная задача заключается в том, чтобы в дальнейшем страна могла самостоятельно в полном объеме решать множество вопросов, подчеркнул Рауль Хаджимба. Лайла Омар Гад выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество руководства Республики Абхазия с детским фондом ООН. 17 июня президент Рауль Хаджимба поздравил работников и ветеранов сферы здравоохранения республики с профессиональным праздником. В медицинских учреждениях нашей страны работают высококвалифицированные специалисты, обладающие необходимыми знаниями и большим опытом. Бок о бок с ними делает свои первые шаги новое поколение врачей, получившее образование за пределами нашей страны. Сегодня перед вами стоят непростые задачи. Руководство страны уделяет особое внимание реформированию здравоохранения, повышению его эффективности. Благодаря слаженной совместной работе с российскими коллегами в рамках двустороннего сотрудничества жителям Республики Абхазия стала доступна система обязательного медицинского страхования. Убежден, что это позволит нам обеспечить всех граждан нашей страны качественной медицинской помощью, отмечается в частности в поздравлении президента. Указом президента Абхазии Рауля Хаджимба фельдшер фельдшерско-акушерского пункта села Зван Рыбшгудаутского района Анна Губаз награждена орденом Ахтапша третьей степени за многолетнюю добросовестную работу в области здравоохранения. С 15 мая в Очамчире идет процедура оформления и выдачи полисов обязательного медицинского страхования гражданам России, постоянно проживающим в Абхазии. О том, как проходит этот процесс, в материале наших корреспондентов. В Очамчирской центральной районной больнице вот уже более месяца работает пункт оформления и выдачи полисов обязательного медицинского страхования. Приобрести его могут лица, имеющие российское гражданство и постоянно проживающие на территории Абхазии. Большое скопление народа в данном пункте не наблюдается. Процесс оформления идет организованно и без особых проблем. Люди подходят в рабочем порядке, ажиотажа нет, с документами. Ожидают в очереди не очень много людей. В течение дня до 5 часов мы работаем. Администрацией Очамчирского района работа проведена по оповещению людей, установлена очередность, чтобы не было ажиотажа. В пункте выдачи полисов работает 2 специалиста российской страховой компании, у которых есть все технические возможности для оформления более 100 полисов в день. Нужно отметить, что перед тем, как стартовала программа по ОМС, работниками администрации сел вместе с сотрудниками фельдшерско-акушерских пунктов была проведена информационная работа среди населения. Мы перед тем, как начнется эта программа, всем руководителям предприятий, учреждений разослали разъяснительные письма, где указан период проведения этой кампании, часы работы, какие документы нужно принести жителям с собой, для того, чтобы они могли более широко распространить эту информацию среди коллективов и среди своих родственников. В течение месяца в Очамчирский районный пункт для получения обязательного медицинского полиса подали заявки более 1500 человек. Оформленный полис заявители смогут получить в течение 15-20 дней. Пункт работает в будни с 9 утра до 5 вечера. Саид Жарсали, Астамур Гужба, Абхазское телевидение. Сегодня из Абхазии в Крым отправился второй грузовой корабль с 2500 тонн щебня для строительства дороги через весь полуостров, сообщил нашей редакции пресс-секретарь Министерства экономики Абхазии Георгий Берзеня. Первый груз, который был отправлен из Сухумского морпорта 11 июня, успешно прибыл в Крым и после переработки был использован для строительства дороги от Крымского моста до Севастополя. По словам Берзеня, поставки будут регулярными, и до конца года в Крым будет поставлено до 200
300 тысяч тонн щебня. Добыча щебня происходит в горных месторождениях в селе Пшап и, по словам специалистов, не представляет опасности для экологии Абхазии. Угнанный в Абхазии автомобиль российского туриста нашли в селе Утапу Чимчирского района. Об этом сообщает МВД республики. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по факту кражи автомобиля Hyundai Solaris у гражданина Отапенко с сотрудниками отдела уголовного розыска Управления внутренних дел по городу Сухум совместно с сотрудниками уголовного розыска отдела внутренних дел по Чимчирскому району данный автомобиль обнаружен в селе Отапу Чимчирского района и доставлен на стоянку столичного УВД, говорится в сообщении. Преступников пока не задержали. Сотрудники милиции продолжают работу по установлению их личности. Ранее МВД Абхазии сообщало, что автомобиль Hyundai Solaris угнали у екатеринбуржца, временно проживающего в Абхазии. Преступник проник в комнату, где проживает россиянин, и украл ключи от машины. И еще об одном случае, связанном с отдыхающими. В Гагре 3 молодых людей спасли тонущих в море туристов из России. 14 июня в районе цитрусового совхоза Валахадзе автомобиль с 3 взрослыми и ребенком из-за неисправности скатился в море. Оказавшиеся в это время неподалеку Ромаз Чкоту, Астамур Цейпа и Арутан Папцава не растерялись и бросились на помощь. Неисправный автомобиль был поднят со дна моря сотрудниками МЧС Абхазии. Репортаж наших коллег из Гагрского телевидения. Свидетелями чуть не произошедшей трагедии в цитрусовом совхозе села Алахадзых в 5 часов вечера стали наблюдавшие за происходящим с берега местные ребята Ромаз Чкоту, Астамур Цейба, Арутан Папцава. Автомобиль не смог подняться на подъем и начал скатываться вниз к морю. Поняв, что ситуация критическая, мы не стали паниковать и бросились на помощь. Рассказывая с волнением, поделился подробностями произошедшего Арутан Папцава. Машина поднялась по берегу на подъем. Она не смогла и заднюю передачу включила. И заднюю передачу как включила, так по газам и поехала прямо в море. Да. А мы думали, хочет разгон взять, чтобы подняться. И так и в море заехал. И мы вот с ребятами, Чкоту, Арамазик, Астик, Цейба, я, Арутан Папцава, вместе побежали. Быстро, там ребенок был маленький. Сразу нырнули в море, доставать начали. Пассажирское окно было открыто, оттуда начали вытаскивать. Двери не открывались. Вытащили, да, заблокировались. Да. Вытащили всех? Да, всех вытащили, все здоровые. Летние каникулы житель города Москва Филипп Куликов со своей семьей проводил в поселке Алахадзе в цитрусовом совхозе. Второй день отдыха семья решила провести на море, где и произошло это происшествие. Поехали второй день на пляж загорать, вот, и уже уезжали с пляжа. Что-то с машиной случилось, коробка, не знаю. Вот, и резко машину поехали назад, прямо на пляж. Сколько в машине было человек? 4 человека. Теща за рулем, я спереди, жена с ребенком на заднем сиденье были. Вот, машина резко скорость набрала, и прям буквально 4 секунды, и все, и мы уже были в воде. Слава богу, открылось это переднее окно, стекло, то есть оно, как бы еще работал аккумулятор. Стекло открылось, мне жена передала ребенка, вот, я его в окно выкинул, прыгнул за ним следом. Вот, все ребята, кто на пляже был, там вещи даже не раздевая, спрыгнули в воду, побежали нас спасать. Вот, я передал ребенка местному молодому человеку. Вот, сам побежал спасать жену с матерью. Двери не открывались, а теща у нас, как бы, она инвалид, у нее протез на ноге титановый. Вот, и она в ступоре, в шоке, она не вылезала, жена пыталась... Да, она была за рулем, жена пыталась ее вытащить, она ни в какую. Вот, в итоге ребята как-то открыли дверь, как-то тещу спасли, вытащили из машины, и буквально 2 минуты машина ушла в море. Все, под воду полностью. Вот, поэтому мы очень хотим поблагодарить местных абхазских ребят, которые помогли нам, спасли. Вот, ему я был очень сильно благодарен. То есть он первый, кто ринулся, кто спас ребенка моего. Вот, и его друзья, в том числе и все, кто были. То есть все ринулись, все нас спасли. То есть большое спасибо ребятам местным. Для 3 ребят 14 июня стал не совсем обычным днем, ведь в этот день они проявили отвагу, бдительность и правильные действия. Они не были награждены за свой героизм, но тем самым их поступок не становится менее значимым, ведь главная награда – благодарность тех, чью жизнь они спасли.
Экономическому развитию Тхуарчала был посвящен круглый стол, который состоялся на днях в городе Герои. Руководители Фонда международного делового сотрудничества Вахтанг Пипия и Александр Чингеля предложили 3 проекта, при реализации которых можно будет реанимировать район. О каких проектах идет речь, расскажет Ирина Аршба. Некогда процветавший угледобывающий район Абхазии сегодня переживает не лучшие времена. Несмотря на дотации из республиканского бюджета, говорить о стабильном поступательном развитии района пока не приходится. Вот почему проекты, предложенные руководителями Фонда международного делового сотрудничества Вахтангом Пипия и Александром Чингелия, вызвали здесь неподдельный интерес. Предложения глобальные не только для района, но и для республики в целом. На первый взгляд масштабы нереальные, но при грамотном подходе все задуманное осуществимо, считают инициаторы. Я бы хотел, чтобы 2 основных принципиальных вопроса, чтобы мы обсудили. Это вопрос создания свободной экономической зоны на территории бывших шахтерских поселков и создание такого туристического кластера на этой территории и регистрация иностранных фирм имеется в виду российских в основном и тех стран, которые нас признали. А что касается других стран, которые входят в Евразес, добро пожаловать. Мы открыты для и бизнес, и инвестиционных проектов, и этих стран в том числе. У Тхуарчалского района есть множество факторов инвестиционной привлекательности. Например, одним из важнейших проектов, по словам руководителей фонда, может стать строительство Северо-Кавказской магистрали через Тхуарчал. Путь должен соединить Абхазию с Кисловодском и далее с Поволжьем и Уралом. В данном случае будет востребовано и создание логистического центра, который свяжет в единый транспортный коридор воздушные, автомобильные и морские перевозки. На самом высоком уровне все чаще поднимаются вопросы, имеющие самое непосредственное значение для Абхазии, для Тхуарчала в частности. Это строительство Транскавказской автодороги Черкесск-Абхазия-Адлер, соединяющие, не имеющие выхода к морю республик Северо-Кавказского федерального округа к будущему транспортно-транзитному коридору к объектам переработки и хранения грузов. При реализации данного проекта будет задействована горная часть Тхуарчала. Здесь становится актуальным развитие горного туризма. Инициаторы проекта уверены, что основными центрами туристического кластера должны стать Акармара и Джантух. С развитием верхней зоны Тхуарчала связывают и строительство ГЭС, которое будет обеспечивать электроэнергией все гостиницы и дома этих районов. Но для всего этого Тхуарчал должен получить статус свободной экономической зоны, говорят руководители фонда. В Тхуарчале также можно развивать и промышленный кластер. Например, в районе есть месторождение мергелистого камня, который можно использовать для производства цементно-вяжущих материалов. Завод может полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка. Что касается завода стройматериалов, здесь нет несколько вариаций. Сырье может возиться отсюда, не обязательно с горных кластеров. Это можно и здесь сырье, из Вискова здесь найти. Мергеля находится вот здесь и так далее. То есть это абсолютно не будет влиять на рекреационную зону. Абсолютно не будет влиять. Можно и совмещать. Главное, что можно и не завод полного цикла строить, а можно привозить полуфабрикат, то есть мергеля можно привозить из того же Новороссийска, из Турции, а здесь молоть и проводить композитные цементы, композиционные цементы. То есть цементов бывает 40-50 наименований. Из них можно делать чистый портландцемент на полном цикле и на цикле полуфабриката. После презентации проектов состоялось их обсуждение. Как отметили участники круглого стола, все затронутые вопросы актуальны и важны, и их необходимо решать. Город Тхуарчал, он, как всем известно, все мы выходцы отсюда, он всегда был промышленным городом. И отрасль, промышленность на второй план относить, конечно, нельзя. Промышленность тоже надо возрождать, поднимать, чтобы у нас не получилось так, что, гонясь за какими-то одними идеями, мы упустили другие моменты, которые, может, более перспективные и более насущные для нашего района. В завершении круглого стола все сошлись во мнении, что у Тхуарчала есть огромный потенциал. Но как он будет использоваться, решать в итоге тхуарчалцам. Ирина Аршба, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.
Жители улицы Асланзе села Басла Сухумского района уже много лет без водоснабжения. Воду для питья и приготовления пищи не покупают, а для хозяйственных нужд вынуждены использовать дождевую воду. Сельчане обратились за помощью в администрацию Сухумского района. В проблеме разбиралась Алика Трапш. В селе Басла Сухумского района по улице Асланзе более 25 лет существует проблема с водоснабжением. Точнее, его вообще нет. Здесь проживает порядка 50 семей. Из-за отсутствия водопровода сельчане вынуждены покупать питьевую воду. А для полива огорода или сада, а также для других хозяйственно-бытовых нужд набирают воду из реки Басла. Но речная вода непригодна для питья, так как в нее попадает много мусора. У нас воды нету уже 25 лет. Берем с речки. Можно вообще с речки воду пить или тарелки мыть, или купать детей? Нельзя. Мы покупаем воду, привозим и вот так вот живем. Это можно так жить? Водопроводная труба, проложенная по улице Асланзе, еще в советское время пришла в полную негодность и не подлежит восстановлению. Те, кто не имеет возможности привозить воду из реки, набирают баки дождевой водой прямо от водостока с кровли домов. Но долго это продолжаться не может, говорят жители. Мы колодцев как таковых уже не имеем. Мы либо покупаем воду, либо просим у кого-то, у кого есть автомобиль. 25 лет живем без воды. Вот это главная наша проблема. Мы просим правительства, чтобы они помогли нас, поддержали. Жители улицы Асланзе, села Басла, обратились за помощью в администрацию Сухумского района. Глава района Валерий Смыр рассказал, что в районном бюджете нет средств для решения проблемы с водоснабжением в селе Басла. Но отметил, что руководство республики уже знает об этой проблеме и при первой же возможности им окажут помощь. Обращаясь к жителям, конечно, хочу сказать, я понимаю, что в такую погоду без воды тяжело, и какие у них проблемы тоже я все осознаю, но терпение, надо потерпеть. Я думаю, что этот вопрос решится, руководство в курсе и при первой возможности окажут нам помощь. Как рассказали жители улицы Асланзе, села Басла, помимо отсутствия водопровода, у них существует проблема и с дорогой. Из-за плохого состояния улицы общественный транспорт оставляет пассажиров на полпути. Сельчане просят помочь решить и эту проблему. Алика Трапш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Подобную проблему испытывают и жители села Дранда, но там она, похоже, скоро будет решена. После того, как Министерство экономики Республики Абхазия запустило горячую линию для обращения граждан с жалобами и предложениями по работе подведомственных организаций, поступил звонок от жительницы села Дранда Гулрыбского района с вопросом о том, когда же в селе будет возобновлена подача питьевой воды. Об этом наш следующий сюжет. Как выяснилось, ремонтные работы по укладке водопровода в селе Дранда не проводились более 25 лет, вследствие чего трубы, а точнее то, что от них осталось, не функционировали. Более 350 семей были вынуждены обходиться без современных благ цивилизации в виде чистой питьевой воды. Ее приходилось добывать по старинке из колодца. В рамках инвестпрограммы в 2016 году в селе Дранда были начаты работы по укладке водопроводной трубы. Однако из-за задержки финансирования они были приостановлены. По инвестпрограмме 10 миллионов 130 тысяч надо было освоить в мае месяце в этом году. Ну, по причине, что задержка была в инвестпрограмме, только мы в мае мы получили, в этом году финансирование была задержка, за это у нас немного задерживаемся. Сейчас надо запустить воду, полностью проверить. Санэпидстанция все должны провести все работы соответствующие по санэпидстанции, прочистки труб, хлорирования. И несколько раз должны промыть. После возобновления финансирования работы продолжились. Была проложена труба протяженностью 8 километров. Кроме того, за время ремонтных работ были вырыты 70 колодцев для нужд сельчан. Но чтобы усилить напор воды, необходим был трансформатор. Госкомпания Апснергылара взяла на себя решение этой проблемы. И здесь был установлен новый трансформатор. Здесь не было установлено трансформатора и подводящие линии электропередач. Все это было заменено, были установлены новые опоры, как я уже сказал, сам новый трансформатор, установлен новый насос фирмы Grundfos, это немецкая фирма. Сейчас вот как бы ведем работы уже
в принципе, можно сказать, что мы уже на финишной прямой. На данный момент ремонтные работы по восстановлению подачи питьевой воды более чем 300 семей села Дранда близятся к завершению. Президент России Владимир Путин наградил российского государственного деятеля, госсоветника Инала Ардзенба почетной грамотой и памятной медалью за вклад в подготовку и проведение Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Фестиваль стал событием мирового масштаба и собрал рекордное количество участников из разных стран мира. Победителю Кубка России в классе миджет Дмитрию Гвазава присвоено звание «Мастер спорта Республики Абхазия международного класса» по автомобильному спорту. Приказ об этом подписал председатель Госкомитета по спорту и физической культуре Баграт Хутаба. И в завершение выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ночью и утром ожидается переменная облачность, дождь, возможно, гроза. Днем погода прояснится. Температура воздуха ночью 17-22, днем 25-30 градусов. Температура морской воды 24 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.